В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Алихан Харсиев встретился с известным художником-скульптором Муратом Паланкоевым, автором мемориала жертвам репрессий в Ингушетии. Парламентарии и скульпторы обсудили идею московского памятника жертвам репрессий по проекту Георгия Франгуляна, который, по указу Владимира Путина, будет открыт в столице уже этой осенью. В Госдуме ради этого мемориала создали межфракционную рабочую группу. Родилась эта идея, ее поддержали все буквально, вице-спикер и Александр Жуков, и Неверов, Сергей Иванович, и Васильев поддержал, Владимир Владимирович. И вот эта работа началась. В эту группу входят десятки известнейших людей. Не буду всех перечислять, боюсь просто кого-то не ошибить, но поверьте, там великие спортсмены, политики, ученые, депутаты всех регионов. Поэтому эту работу мы будем стараться продолжать. Мы все там приняли личное участие и посчитали за честь это сделать. Много гостей в Ингушетии собрала выставка «Стена скорби», посвященная возведению монумента жертвам политических репрессий в столице. Советник президента России Михаил Федотов в рамках своего визита в республику поблагодарил каждого, кто внес посильный вклад в возведение этого мемориала. Сегодня прислали такое сообщение. Депутат Государственной Думы Алихан Анатольевич Харсиев пожертвовал 2 миллиона и организовал группу активистов из числа депутатов, которые поддерживают. Жертвами репрессий были миллионы человек, от них пострадала вся страна. Алихан Харсиев и Мурат Паланкоев считают, что первым шагом к восстановлению справедливости было принятие 26 апреля 1991 года закона СССР о реабилитации репрессированных народов, реализация которого до сих пор не завершена. Если бы не события 1992 года в пригородном районе, я считаю, что этот закон, конечно, скорее всего, он был бы выполнен, исполнен. Что ингуши, что осетины, как дрова на пожаре в собственном доме, сыграли вот такую роль. Но ингушам это нужно было в самую последнюю очередь. Россия знает о своих законах, знает о своих народах. Я уверен, что этот закон будет реализован. Увековечение памяти репрессированных народов – это своего рода укрепление связи между поколениями. Руководствуясь этой идеей, в Ингушетии 20 лет назад воздвигли этот мемориал. 9 башен, опоясанных колючей проволокой, притягивают сюда и жителей республики, и многочисленных туристов. Как символ не только ингушского народа, а вообще войнавского народа и вообще всех народов, которые были репрессированы, которые находились в тяжелых условиях. Вот этот замысел, когда мы находились в самом зародыше нашей республики, становления, когда мы практически не имели ни государственности своей, только какие-то первые шаги делали. И вот в это время вот этот появился символ нашего мужества, символ нашей несгибаемой воли к жизни, к чести, к достойной жизни. Я считаю, он поднял и поддержал народ в самые-самые тяжелые времена. По инициативе Юнусбека Евкурова и при материальной поддержке таких заинтересованных в сохранении истории людей, как Алихан Харсиев, мемориал был расширен. Рядом с башнями установили вагон-теплушку и паровоз, как напоминание о депортации. Но самое главное – памятники и барельефы с именами ингушей, оставивших заметный вклад и в истории республики и страны. Безусловно, назиданием потомкам станет и будущий мемориал «Стена скорби» в Москве. Пока жива память, жив и народ, а значит, будет процветать страна. Хава Султыгова, национальная телекомпания «Ингушетия».